Запаса лекарственных средств в стране хватит на 3 месяца. Государственный материальный резерв продолжает закупку препаратов. Подробности в репортаже Бекмамата Санбекулу. Запасы лекарственных средств создает Госматрезерв. Правительство на эти цели выделило 250 миллионов сомов. В итоге запланированные 29 наименований купили за 86 миллионов. Сэкономленные деньги направили на дополнительную закупку еще 17 наименований лекарств. 130 квадратных метров этого склада практически полностью заполнены лекарственными средствами. Для того, чтобы завести весь этот объем, понадобился целый самолет. Но подсчитать точное количество коробок и вовсе не представляется возможным. И это всего лишь одно из мест хранения. Общие же запасы по стране должны обеспечить потребности населения в лекарственных средствах практически на 3 месяца. И это с учетом текущей эпидемиологической ситуации. Первый объем, который 29, который озвучил 86 миллионов, уже поступил полностью. Оставшийся второй партии 50% уже поступил. Ноябрь месяц все поступят, мы уже получим это все лекарственные средства. Да. То есть изготовлено, видите, вот здесь август 2020 года, очень, получается, в состоянии, свежее, до августа 2025 года. С запасом лекарств Эльвира Сурабалдиева ознакомилась лично. Вице-премьер-министр и глава Республиканского оперативного штаба посетила каждый склад. Июльский сценарий с дефицитом препаратов должен остаться в прошлом. Человек успокаивается, зная, что есть запас лекарств в стране, что не будет такой паники, как в июле. Подушка безопасности на 3 месяца у кыргызстанцев есть. Важно, чтобы содержимое складов доходило до населения вовремя и по адекватной цене. Это то, что хранит государство. Помимо этого есть резерв частных компаний. С ними мы встречаемся завтра и будем обсуждать тоже. Самое главное, ценовая политика. Человек придет в аптеку больной, чтобы он не увидел, как в прошлый раз, когда Кликсам будет стоить 15 тысяч сомов. Такого мы не должны допускать. А так как везде Минздравный склад-то жоқ, сөз начал. Лекарств достаточно. Проблемным стал вопрос хранения. Оказалось, в стране нет ни одного современного помещения для хранения именно препаратов со всеми соответствующими условиями. Поэтому запас медикаментов в республике хранится в разных помещениях, но с соблюдением положенных норм. На территории Госматрезерва я увидела несколько гектаров свободной земли. Почему бы нам именно там, на месте этой территории, не построить государственные склады медицинского назначения? Тем временем количество больных коронавирусом по стране продолжает расти. Отмечается, что в случае нехватки лекарств или необоснованного завышения цен виновные понесут наказание. Бекмамат Санбекулу, Рыскельдик Укульбеков, ЛТР, Бишкек.